Осенний прием заявок в фонд президентских грантов перешел в свой экватор. Республика Башкортостан, как известно, в числе лидеров входит в пятерку именно в этом направлении. Давайте поговорим сегодня об этом в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии Элина Гатауллина, руководитель аппарата Общественной палаты Республики Башкортостан. Элина Венеровна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, мы сегодня говорим о том, что фонд президентских грантов, конкурсы и прием заявок продолжается. Как думаете, вот чем отличается нынешний осенний прием? В первую очередь тем, что мы немного реновировали, модернизировали работу нашего ресурсного центра, потому что традиционно фонд президентских грантов объявляет грантовые конкурсы. Это происходит дважды в год, и есть еще отдельные спецконкурсы. Сейчас началась заявочная кампания, точнее, как вы правильно отметили, приближается к экватору. Первый конкурс 2025 года, то есть конкурс 2024 уже состоялся. Чуть позже о нем расскажу. Итоги нашей работы по региону. И сейчас на конкурс принимаются заявки от некоммерческих организаций по 11 различным направлениям, в которых работают некоммерческие организации, помогают развиваться территориям, отраслям, людям. Ну и, конечно же, самое главное, делать социально полезную и значимую историю для своего региона. Элина Венеровна, Республика Башкортостан, мы говорим о том, что входит в пятерку именно по России, по подаче заявок, потом какой мы ответ получаем, в большинстве случаев положительный. Расскажите, вот чем отличает, почему, как вы думаете, чем это продиктовано и чем отличаются проекты республики? Вообще традиционно Республика Башкортостан активный регион во всем. Ну, честно признаться. Не поспоришь. Во всех сферах. Если мы говорим про образование, спорт, культуру, мы в действительности и по праву занимаем лидерские позиции, об этом говорит статистика. И говоря об активности людей и нашего гражданского общества в различных грантовых конкурсах, это не только конкурс по фонду президентских грантов, это и фонд грантов культурных инициатив, и коллегам спасибо огромное за такую инициативность гранта Росмолодежи, движение первых. Это все грантовые конкурсы, в которых наши активные жители могут принять участие и принимают, не боятся. Почему? Просто потому, что мы такие. У нас традиционно люди очень активные, готовы реализовывать свои идеи, но что особенно приятно, здорово, когда мы слышим в любом случае, что люди хотят реализовать проект. Потому что вот эта грантовая игла, прошу прощения вот за такое выражение, но часто об этом говорят. Грант – это помощь, грант – это поддержка. Но здорово, когда вне зависимости от того, будет грант или нет, проект реализуется. Иначе мы прекрасно понимаем с вами, что любые основы социального проектирования говорят о том, что если только на грант, значит, грантовые деньги закончатся, и все. Не зря в грантовых заявках есть обязательные условия прописать то, как будет реализовываться проект после того, как деньги гранта закончатся. И это то, о чем мы говорим, в том числе на наших консультациях в ресурсном центре. Наши эксперты это регулярно рассказывают, потому что нельзя создавать некоммерческую организацию исключительно по то, чтобы подать грант. Надеюсь, что ответила на ваш вопрос. Да, Элина Венеровна, вы говорите, что вот у нас есть очень активно, мы участвуем и в фонде президентских грантов, да. Активно участвуем в Росмолодежи. Да. Значит, у нас сейчас активная гражданская позиция не только у взрослого населения, но и у молодых. Да. Это особенно приятно, и к нам также на семинары, на обучение приходят различные совершенно возрастные группы. Здорово, что это и серебряное поколение здесь для себя тоже абсолютно новое открыло. Мы говорим про активности серебряного поколения всегда и во всем, но в грантовых заявках они тоже суперактивны. При этом я говорю даже не столько про городское население, сколько районы Зауралья. Абсолютно очаровательные девушки, которые заряжают молодежь своим позитивом и рассказывают о том, как можно. И они рассказывают о своих победах, заряжают всех просто вот этой энергией. Это, наверное, знаете, такое дополнение к предыдущему вопросу. Почему? Потому что люди очень легко друг друга заряжают, когда они искренне, когда они действительно по-хорошему болеют и заряжены тем, что они делают, тем, чем они занимаются. Если говорить о самих проектах, говорить про направления, это и здоровый образ жизни, это и сохранение исторической памяти, и народная дипломатия, безусловно, социальное обслуживание, безусловно, образование и культура. И если говорить про лидерство нашей заявочной кампании, по активности наших жителей, это, конечно же, сфера образования, сфера культуры,
сфера спорта также. Но здорово сейчас, что есть такие направления, как действительно и сохранение окружающей среды, и любые некоммерческие организации могут поучаствовать в конкурсе. Есть определенные условия. Все зависит от того, на какую сумму вы подаетесь на грант. Если вы хотите сумму до 500 тысяч, то здесь есть свои условия, ну, так скажем, для новичков, для начинающих, попробовать свои силы. Если мы говорим про гранты уже с большей суммой, то здесь есть, ну, чуть-чуть пожестче условия. Это, конечно же, отсутствие задолженности по налоговым сборам, но это у всех. Ну, и плюс дополнительно сюда период работы самой организации. То есть, если вы зарегистрировались только под грант 2 месяца назад, конечно, нет, к сожалению. То есть попробовать нужно будет потом, после того, как будет уже какая-то активная деятельность. Ну и да, еще что хотелось бы отдельно отметить, размер и сумма гранта не ограничены. В фонде президентских грантов ограничений нет, верхнего потолка. Есть прецеденты, и 7 миллионов, и 20 миллионов приносили некоммерческие организации на свою территорию для реализации проекта. И немножко про цифры хотела сказать. Готовясь к эфиру, подвела результаты с 2017 по 2024 год. 1 100 миллионов принесли только фонд президентских грантов и некоммерческие организации к нам в регион. То есть вот вдумайтесь про цифры, про действительно инициативность гражданского общества, когда люди сами хотят, делают, реализуют и продолжают эту работу. Не зря есть так называемый третий сектор. Он уже сформированный в России, и он действительно очень активный. И на гражданских форумах у нас в республике мы регулярно тоже это можем наблюдать. Причем сейчас мы наблюдаем активность не только вот в крупных городах, но мы наблюдаем еще и в районах. Вот да. Вы сейчас сказали о том, что в Зауралье очень активны. Вот как вы думаете, с чем связано, что и в районах люди сейчас уже понимают, что их активность поможет сделать жизнь краше у них на местах? Ну, здорово, что есть очень высокая степень осознанности, когда мы понимаем, что именно от нас зависит то, как будет. Мы не прикладываем ответственность, что кто-нибудь когда-нибудь что-то сделает и что-то будет. Когда люди берут и говорят, мы хотим, чтобы детская площадка была вот такой. Приходят в муниципалитет, просят письмо поддержки, пишут, и, собственно, через некоторое время эта детская площадка у них появляется в районе. С чем связано? Конечно, степенью осознанности, с пониманием того, что можно достичь результата, добиться результата. И это такой созидательный процесс. Потому что, когда государство помогает людям реализовывать инициативы или какие-то, будем говорить по-простому, захотелось сделать лучше. Как это сделать? Собраться, организовать некоммерческую организацию и реализовать. Ну и, собственно, у нас один из акцентов работы нашего ресурсного центра, аппарат общественной палаты, это работа в районах. Потому что Уфа – это лидер, безусловно, по активности. У нас большое количество некоммерческих организаций. Но нам очень важно, чтобы и в районах, в каждом, в том числе сельском поселении, такая работа велась. Потому что порой люди не знают, как. Не знают, с чего начать, не знают, куда обратиться. И если вы не знаете, что делать, мы ждем вас в аппарате общественной палаты, в нашем ресурсном центре. Но с удовольствием эксперты подскажут, помогут. Тем более, что сейчас до 15 октября фонд президентских грантов принимает заявки, а мы регулярно консультируем. У нас экспертов такой очень загруженный график. Мы проводим экспресс-разборы, рассказываем о том, где что можно подкорректировать, поменять, дописать, доделать с точки зрения объективной. То есть как сделать так, чтобы заявка имела больше шансов на успех. Но мы прекрасно понимаем, что это как любой конкурс. 100% гарантии быть не может, но мы делаем все и немножко больше, чтобы как можно больше процент побед, конечно же, был. Ресурсный центр, вот вы о нем уже не раз упоминали, существует, насколько я понимаю, с 2016 года, да. Но вот именно активную деятельность начал сейчас. Вот что изменилось в работе? Здесь, конечно же, большая благодарность руководству нашей республики Радию Фаритовичу Хабирову за то, что он
на гражданском форуме такой толчок нам дал, и, конечно же, это импульс к развитию. Мы сейчас ведем консультации не только по одному грантовому направлению, это целый спектр грантов. Это и фонд президентских грантов, фонд грантов культурных инициатив, это и гранты по движению первых, и у нас очень тесная взаимосвязь с коллегами из других министерств и ведомств, с коллегами из Комитета по молодежной политике, конечно, и в том числе... Вот вы знаете, что есть порядка 10-15 грантовых конкурсов внебюджетных? В том числе, не буду сейчас заниматься рекламой, конечно, в эфире, но это крупные холдинги, которые также предоставляют поддержку активным людям, которые готовы реализовывать социальные проекты. И про это мы тоже говорим. Всем известный фонд Потанина, фонд Тимченко и отдельные, еще раз повторюсь, вот такие грантовые конкурсы по холдингам. Это здорово, потому что, победив в одном конкурсе, можно продлить жизнь проекта. Не победив в конкурсе, можно переориентировать заявку и не сдаваться, не отчаиваться и податься, может быть, на другие суммы, на другие цели, но, тем не менее, реализовать проекты, вот эту вот социальную активность. И это первое. Второе, конечно, если говорить про сегодняшний день, порядка 120 заявок мы уже рассмотрели в нашем ресурсном центре из различных уголков нашей республики. Мы сейчас практикуем и онлайн, и офлайн формат. В онлайн формате также сейчас пользуется очень большой популярностью, потому что это удобно, порядка получаса, 40 минут на одну заявку, с детальным разбором, с нашими экспертами. Это можно все сделать, записавшись заранее, немножко последив за новостями в наших социальных сетях. И что еще важно, у нас есть отдельные выездные встречи, мы приезжаем в районы, консультируем. Замечательная традиция была, конечно же, заложена с 2016 года по экспресс-консультациям, по помощи людям. Но мы сейчас, я бы сказала, что усилили эту работу и так немножко углубились. И очень большие у нас планы на то, как будет ресурсный центр работать и далее помогать, потому что вот эти вспышки, когда начался конкурс, нужно срочно подготовиться, так не работает. Системная работа несколько иначе, на наш взгляд, строится. Это регулярное обучение, регулярные курсы, некоторые ролики, удобные для просмотра, в том числе от АЗОВ, потому что есть новички в грантовом направлении, есть те, кто уже давно работает, но вообще не обращался к грантовой поддержке, просто и так все в порядке. То есть некоторые говорят, зачем нам нужно получать какие-то деньги, чтобы за них отчитываться. Здесь мы тоже подскажем, поможем, как лучше сделать для того, чтобы выиграть и для того, чтобы проще отчитаться. Потому что мы не забываем, что любой грантовый конкурс придумать, написать, реализовать, но потом еще нужно правильно отчитаться. Это тоже очень важно. Об этом мы тоже рассказываем. Поэтому различные возможности обращения к нам, различные возможности консультации с экспертами, ну и, безусловно, такой формат на 24/7 в буквальном смысле слова. Елена Венеровна, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о том, какая оказывается грантовая поддержка, и что посоветоваться и проконсультироваться всегда можно в ресурсном центре. Спасибо. Благодарю вас. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.